А вот еще одна новость. Знаете ли вы, что с 1 февраля 2019 года размер единовременной денежной выплаты федеральным льготникам увеличится на 4,3%. О том, кто может ее получить, каким образом оформить эту выплату, мы поговорим с нашей гостьей. Это начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Сардана Ефимовна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сардана. Давайте для начала напомним, кто такие федеральные льготники. Я хотела бы начать сначала. С 1 февраля в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации на 4,3% увеличивается ежемесячная денежная выплата всем федеральным льготникам, то есть всем категориям федеральных льготников, и также ежемесячная денежная выплата лицам, которые относятся к категории герои. Также до 4,3% увеличивается стоимость набора социальных услуг. Ну и вот, кто такие федеральные льготники? К федеральным льготникам это относятся получатели ИДВ, которые состоят в федеральном регистре лиц, получателей государственной социальной помощи. И оператором этого регистра является пенсионный фонд. И можно выделить три основные категории граждан. Это одна основная, то есть большая часть – это инвалиды, то есть инвалиды первой, второй, третьей группы и дети-инвалиды. Вторая группа – это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей умерших и погибших ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также это военнослужащих, которые погибли во время выполнения своих служебных обязанностей и при защите СССР. И третья группа – это граждане, которые пострадали от радиационных и техногенных катастроф. Три основные какой группы. размер единой этой выплаты? Размер ЕДВ для каждой категории устанавливается в твердом размере, независимо от региона проживания льготника. И в ее состав входит набор социальных услуг. Набор социальных услуг – это социальная услуга, которая предоставляется в особом порядке. И он может предоставляться в натуральной форме или в денежном эквиваленте. А То вот есть как по можно выбору... выбрать, да? Я бы хотела сказать, что среднее увеличение после индексации составит у нас 122 рубля. И для того, чтобы выбрать набор социальных услуг, нужно обратиться в пенсионный фонд, в территориальные органы непосредственно, или же через многофункциональные центры, или же можно подать электронное заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда. А что входит в набор социальных услуг? В набор социальных услуг состоит из 3 частей. Первая – это дополнительная бесплатная медицинская помощь, и она стоит 863 рубля. Вторая часть – это предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Ее стоимость 133 рубля. И бесплатный проезд к месту лечения туда и обратно. Лекарства входят эту бесплатную медицинскую помощь. То есть человек может выбрать или он набор социальных услуг берет, или же он получает... И он может выбрать, отказаться полностью от всех 3 частей, или же по отдельности, каждой части. То есть он может выбрать, оставить у себя лекарственное обеспечение, то есть медицинскую бесплатную помощь, и отказаться от санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения туда и обратно. А как правильно нужно отказаться? Это нужно идти, да? Так, это заявление подается в текущем году до 1 октября на следующий год. То есть в этом году мы принимаем заявление на 2020 год. А если человек инвалидом был признан, к примеру, 1 июня этого года, как ему быть? И он не знает, продлят ли ему эту инвалидность. ИДВ назначается, при новом назначении, получается, НСУ автоматически устанавливается в натуральной форме. И то есть он может, если при необходимости, по своему желанию, он может отказаться
и получать в денежном выражении на следующий год. Вообще, сколько у нас получателей ЕДВ по республике? Всего у нас по состоянию на 1 января этого года в Федеральном регистре состояло 63 173 льготника. Из них львиную долю, конечно, составляют это инвалиды, это 92,6% от общего количества льготников, это получается 58,5 тысяч инвалидов. И ветераны боевых действий, так, их доля составляет 5,8%. Ветеран Великой Отечественной войны, их 871 человек, это 1,3%. Спасибо большое, Сарлан, за то, что вы подошли и так доходчиво все объяснили нашим телезрителям. Я думаю, что если возникнут вопросы, они всегда могут обратиться в отделение Пенсионного фонда России по республике. Спасибо большое.